Сегодня у нас на подкасте Зиня Баирова. Вкратце скажу, что вы психолог и теолог, да, и еще куча всего, там еще есть и писатели, и так далее, и так далее, и так далее. А вы вот сами себя сегодня кем ощущаете в большей степени? Сегодня, наверное, более проявлена все-таки моя роль психолога. Мне кажется, что возросло количество психологов. Я выбираю психологию. Пришел момент начинать удовлетворять другие потребности. И тут оказались сложности. Очень много психологов из личной травмы пришли в эту Конечно. профессию. Но мне кажется, что они не проработали до конца. Такое ощущение, что им самим тоже нужна помощь. Психологическая помощь, она стоит недешево. Прежде всего, психолог работает со своей личностью. Но если я становлюсь зеркалом, значит, я и не отвечаю ни за что. Психолог так посмотрит на ситуацию и скажет: так, давайте. Человек приходит с таким запросом, что я не хочу разбираться. Вы с таким человеком работаете? Ты что? Да никак, вообще, ни в коем случае. Жена говорит: слушай, тебе надо к психологу. Лично я не могу тебе помочь. Как вы можете человека, допустим, вылечить от одиночества? Это не мой клиент. Что-то когда-то повлияло на то, что я больше миру не доверяю. А как же тогда быть с тревожностью? Папа нас очень строго воспитывал, моему мозгу. Нету разницы, я играю или это со мной происходит на самом деле. Это, правда, был большой риск. А Тамерлар, что это за история и почему людям надо или не надо это знать? У человека, который очень привязан к своим корням, четкое ощущение своей идентичности благоприятно влияет на отсутствие депрессии и депрессивных состояний у человека. На протяжении последних лет 20 где-то эти роли шли параллельно, то есть 50 на 50. Я была и теологом, и психологом, где-то там параллельно общественным деятелем. Но, наверное, последние года 3 теологическая сфера, она у меня осталась как большой ресурс, но не проявляется на практике. Больше, скажем, уменьшилась у меня преподавательская деятельность в сфере теологии. И большую часть времени я посвящаю все-таки психологической практике на сегодняшний день. Психологическая практика, чтобы было понятно для большинства, это что? Это у вас работа с одним человеком, это групповые занятия, и что называется психологической практикой? На сегодняшний день огромное множество просто вариантов, как может осуществляться психологическая практика. Но есть классика, а есть нововведенные формы психологической помощи. И в моем случае это, конечно, прежде всего индивидуальная работа. Это самая обычная, классическая, кабинетная работа психолога. Оффлайн, то есть не онлайн? Оффлайн и онлайн, 50 на 50 в данный момент в моей жизни. И года, наверное, лет 5 последних я уже практикую и групповую психотерапию. И последний год уже начала преподавание некоторых модальностей современной психотерапии. Вообще, по ощущениям, то, что я ощущаю, да, я, честно говоря, ни разу не был на терапии, наверное, нужно, обратиться, ни разу не был, и я, скажем так, поверхностно представляю этот процесс. Я видел, как это происходит там где-то в интернете, в Ютубе, но все-таки, скорее всего, у меня поверхностное такое восприятие и понимание процесса. Но и мне кажется, что за последние годы возросла тенденция, потребность, возросло количество психологов. Интересно, так я смотрю на человека, она вчера учителем языка была, а сегодня она психолог. Да. Настораживают такие тенденции. Вы что по этому? Ответьте на 2 вопроса. Первый, что увеличится запрос от людей, да, и на этой волне запроса увеличится количество людей, которые хотят этот запрос закрыть. Да, я, наверное, могу сказать по личному опыту, когда я в 2004 заканчивала школу, поступала в университет, и когда я говорила о том, что я выбираю психологию, 70% моего окружения понятия не имели, что это такое. И Менам Рахметлих Арбабам, он вообще до конца своих дней думал, что я буду врачом. Потому что мне было очень сложно объяснить, на что я учусь, кем я буду. И я вкратце говорила: «Мен адамларны яхшы yapacağım». Докторсың. И на этом представление о психологии в принципе заканчивалось. Но в те года уже на потоке, когда я училась на 1 курсе в Таврическом национальном университете, нас было 85 человек.
И я когда интересовалась, а чего ж вас так много, а вы-то откуда узнали, да, что есть такое направление? Люди говорили о том, что якобы на тот момент президент Ющенко, он принимает закон, что на каждую семью должен быть один психолог. Это даже у меня на тот момент вызывало смех. Потому что я говорю, в моей реальности мне сложно объяснить, что это за профессия, а вы говорите о какой-то реальности, в которой в каждой семье должен быть законом установлен психотерапевт, как лечащий врач, как, в принципе, у нас есть медицинский терапевт. Но сегодня, спустя 20 лет, мы, в принципе, в этой реальности. Еще чуть-чуть, и действительно будет выглядеть именно так. Я это связываю с одним явлением. Это... Знаете, вот у общества есть уровни и потребности. И если мы не будем так внедряться в эти потребности там, до самого верха, с самого низа, сугубо они делятся на категорию «выжить и жить». Да, и чем ниже качество жизни общества, финансовое, экономическое, социальное, тем меньше уровень потребностей у людей. То есть они всего лишь хотят, чтобы их никто не убивал, чтобы они были сытыми и выспавшимися. Да? Это как минимум. Такие примитивные, элементарные потребности для того, чтобы человеческий род сохранился. Но как только эти потребности удовлетворяются, человечество начинает задаваться более высокими потребностями. Мы их называем... В психотерапии есть такие трансцендентные потребности, мы их называем. То есть это когда человек уже интересуется творчеством, и у него проявляется некоторая креативность, он начинает искать какую-то духовную пищу. И здесь начинается проблема о том, как же можно в противовес тем сложностям, которые имеются уже, многолетним опытом, который заложен как стратегии поведения, как правила жизни, установки и ценности, примирить вот это желание жить качественно уже, получать удовольствие, проявляться духовно, творчески. И я думаю, что наше общество, оно вот попало на тот период, когда мы базовые потребности уже удовлетворили как общество, и пришел момент начинать удовлетворять другие потребности. И тут оказались сложности. И такой, знаете, самый частый вопрос. Я начинала с семейной психотерапии. Первые мои клиенты это были, которые находились на грани развода, внутрисемейных кризисов. И такое, знаете, первое возмущение от общества я слышала. Раньше же не разводились. Вот раньше же не было такой проблемы. Вот пришла, значит, какая-то там психология, что-то там как-то стали хорошо жить, и вот люди начали разводиться. И это тоже объяснялось тем, что на самом-то деле, когда человеку надо выжить, он не думает о том, комфортно ему, как дышится, получает ли он от чего-то удовольствие. Больше к женщине относится, потому что 80% инициатива от женщины? Чаще да. Но как только у нее закрываются потребности выжить, человек начинает задумываться, а как же вот мне? Да, нужен ли мне этот мужчина вообще, да, в целом? Если вот в этом контексте рассматривать, то да. И вот такие вопросы, они стали подниматься всюду. Не только в вопросах он и она, а в целом. И я прям помню такой пик. Наверное, моя практика, знаете, она развивалась вот через то, как общество проживает. И вот все, что там на улице, оно появляется однажды в кабинете психолога. И я прям помню, знаете, такой момент, это, наверное, было лет 5 назад, это ярко я почувствовала, когда вдруг перестали приходить люди с суицидом, с депрессиями, с какими-то паническими атаками. Вдруг стали приходить люди, которые говорят о том, что они не могут расслабиться. Они не могут не думать, у них очень много каких-то страхов, переживаний. У них, в общем-то, мы работали с неврозами. И неврозы, они в момент, когда в обществе небезопасно максимально, они положительную функцию выполняют. Но когда элементарная безопасность наступает, человек должен уже расслабиться немножко, но он не может. И ввиду этих причин психология, она просто стала необходимой, потому что люди перестали ставить задачу выжить, у них появилась задача жить, а жить, оказывается, не умеют все. Кто-то умеет, кто-то не умеет. И это повлияло на то, что запросы стали увеличиваться. Ну и я думаю, что большое влияние оказало все-таки это присутствие в нашей жизни соцсетей, да, и возможность говорить о том, что болит, возможность рассуждать на эту тему. Знаете, такой эффект заражения.
я увидел, посмотрел, оказывается, у меня тоже это так называется, и это сподвигло на то, что люди, чаще, которые сами обращались за психологической помощью, они стали переквалифицироваться на психологов. Я могу сказать, что у меня на данный момент, если в общем около 40 студентов вот грядет в этом году, то 90% студентов — это люди, которые когда-то пришли к психологу, чтобы лечить свои внутренние проблемы, и они увлеклись, им это понравилось, они увидели в этом важные результаты для себя, и они решили освоить это как профессию. Но у меня один из вопросов есть Да. на эту тему, что, как мне кажется, как по моим наблюдениям, очень много психологов из личной травмы пришли в эту профессию. Но мне кажется, что они не проработали до конца. Такое ощущение, что им самим тоже нужна помощь. Ну, как бы это ни звучало, да? Однозначно. Вот этот вал людей. Вот для меня психолог, ну, давайте разделять, да, психолог, психотерапевт. То есть там больница, там лечение, все. Психолог — это все-таки больше как не медикаментозное какое-то такое, да, лечение. Мне кажется, что, ну, не все могут стать психологами. Вот запрос большой, люди говорят, я психолог, но вот ощущение, что не все это могут делать. А как вот понять? К примеру, вот мне нужна терапия, да? Мне, к примеру, жена говорит, слушай, тебе надо к психологу. Ну, по-доброму, да, не так, как во время ссоры сходить к психологу. Это если повезло, да. Да, все-таки как бы... Вот, и я думаю, так, хорошо, мне нужен психолог. Как понять, что передо мной не шарлатан, условно говоря, да, который говорит там общими фразами, какими-то абзацами, какими-то крючками, ярлыками, а действительно человек, который вдумается, что со мной происходит, и, возможно, как-то начнет меня из этого вытаскивать. Или хотя бы я об этом нормально смогу поговорить. Как вот эти вещи понимать? Ой, вы сейчас попадаете прям в такую проблему, я ее называю кризис психологии, потому что, ну так, начну немножко издалека, да, откуда проблема это начинается, то переживания, о которых вы говорите. Снаружи психологическая деятельность выглядит очень привлекательной. Ну да. И почему? Ввиду того, что, ну, это дорогостоящие услуги, да, психологическая помощь, она стоит недешево. Плюс там есть некоторая такая особенность значимости. Да? То есть, ну, представьте, кто-то к тебе приходит, он спрашивает у тебя какие-то советы, хотя мы говорим, что психолог советов не дает, но тем не менее роль психолога, она достаточно авторитетная. И вот в эту привлекательность попадает огромное количество людей, которые внутри чувствуют какую-то потребность, да, надо как-то в обществе проявиться, надо кем-то стать. Стану-ка вот я психологом, и как минимум у меня будет доход хороший и признание. Но вот эта вся красивая картинка снаружи, она внутри совершенно другая, потому что психологическая помощь и роль психолога — это не равно всегда авторитет. Потому что, ну, я сейчас не буду, наверное, раскрывать, да, какие-то там закулисья терапевтического процесса, но к тебе попадает человек с самыми разными психологическими проблемами. И далеко не всегда, работая с ним, он тебя возвышает, он тебя уважает, обращается к тебе как с каким-то таким особым почтением, далеко не всегда. И более того, как бы не развивались ваши отношения, и что бы тебе не позволял в процессе работы человек, который пришел за помощью, твоя задача не развалиться, твоя задача выдержать это, иногда это удар, и суметь любую боль, которую он к тебе пришел, даже если эта боль иногда направлена против тебя, сделать для него поддержкой и исцелением. Как только люди, массово выбирающие для себя профессию психолога с позиции, что это вот значимость, проявление и деньги, сталкиваются с этой сложностью, они очень сильно в этой профессии разочаровываются. Ну и если там уж про денежную часть этой истории говорить, то психолог чаще всего, особенно первые годы своей практики, он все свои деньги тратит обратно на обучение, на своих психологов и на супервизоров. Так вот, я думаю, что основным определяющим критерием психолога, кто передо мной, это специалист или это все-таки шарлатан, будет играть личностная оболочка, да, личностная составляющая этого специалиста. Грубо говоря,
Есть такое, знаете, пошлое понятие психологическое, я его так называю, потому что уже все его используют, оно у каждого на устах — проработанность. Да? Там, ты проработанный или ты не проработанный. Так вот, первый критерий профессионализма — это проработанность. Что это значит? Это значит, что ты в мире, прежде всего, сам с собой. Ты не вынашиваешь внутри какие-то боли, которые ты будешь через людей подлечивать. Ты не конкурируешь, ты избавился от каких-то пороков. Ну, я сейчас говорю как духовный наставник. Амбиции там но как-то уживаются? на самом деле уживается, но они подлечиваются, да, всегда, Купируются. чтобы они становились здоровыми. И вот эта фигура здоровая, она имеет основное влияние на то, как будет происходить помощь другому человеку. Потому что, да, там можно много спорить, что является основным инструментом психотерапевта. Метод, в котором он работает, его аналитические знания, книги, которые он прочел, опыт. Но прежде всего психолог работает со своей личностью. Вот, грубо говоря, если вы сейчас рассказываете мне какую-то вашу историю, я не могу ее воспринимать исключительно как, знаете, такой эксперт в очках. Я буду сочувствовать, я буду сопереживать, я буду это измерять с какими-то человеческими ценностями, да, и это будет выливаться в какую-то обратную связь. Это будет очень сильно влиять на вопросы, которые я вам задам. Более того, это очень сильно будет влиять, а как вы будете себя чувствовать рядом со мной? Вам будет ли безопасно рядом? И вот это ощущение человека рядом напрямую зависит от того, как у меня у самого здесь внутри. Ну и плюс, наверное, не на последнем месте, это школа. Школа, которая выпускает этого специалиста. И сегодня, ну, есть такие черные списки, да, это не признанные наукой методы, это эзотерика, перемешанная с всяким... Гороскопы, тарологи, астрологи, нумерологи, там кого только нет. И, к сожалению, ну, это такая боль психологов, что вот эта услуга, она часто тоже предоставляется как психологическая. Поэтому я могу сказать, что сегодня какой-то такой, на сегодняшний день какой-то такой, знаете, идет сопоставление внутри этих сил. Психология широкого профиля называется. Научной психологии или все-таки около психологических знаний? Ну, вообще, в принципе, я понимаю, о чем вы говорите. Тут такой вопрос, ну, какой вывод я могу сделать? Человек, к которому ты приходишь, как минимум ты должен его уважать, да? Считать авторитетом. Как да. ученик к учителю. То есть мне кажется, что к другу тяжело прийти на терапию. Хочется все-таки как человеку, который обладает какими-то знаниями и знает что-то больше, чем ты знаешь. Ну и умный желательно, да, чтобы был тоже, не помешает. Я думаю, знаете, вот сам пример учитель-ученик, он не совсем подходит для отношений клиента и его психолога, потому что все-таки здесь вот прям есть иерархия. Да, там учитель выше, он всегда знает лучше, он самый умный, а я ученик, ну я вот все, что мне учитель скажет, я принимаю. Скорее, психолог и его клиент — это два партнера. Только в этом партнерстве, естественно, на начальной стадии их работы психолог все-таки идет иерархически немножко выше, потому что клиент к нему так относится. Но задача психотерапевта сделать так, чтобы эта иерархия выровнялась. Через что? Ни в коем случае не взяв на себя роль, знаете, такого наставника, советчика, а партнера, который просто зеркало, да, то есть он, разворачивая любой вопрос, который поступает в его сторону, так обрабатывает его, что человек сам внутри себя находит ответ, который у него есть. Итак. Но если я становлюсь зеркалом, значит, я и не отвечаю ни за что? Я отвечаю за свой анализ, который я могу ему дать. Я отвечаю за те иногда технические части, практические части, которые я делаю. Но мое самое большое табу — не брать ответственность за его жизнь. Вот если в примерах, да, самый частый вопрос, где и психолог может запутаться в эту историю, попасть нелепую, когда к нему приходят, вроде бы, как казалось, с вполне ясным вопросом: скажите, мне уходить от мужа? Такие жертвы такие, да? Ну, словно. мне уходить и разводиться или нет? И это действительно сложный вопрос для человека, он не может на него решить.
найти ответ. Он идет к психологу, да, с надеждой чаще всего, что психолог так посмотрит на ситуацию и скажет: так, давайте. Вас ждет светлое Да. будущее. Или скажет наоборот: ты что, да никак, ну вообще, ни в коем случае. Вот это не делает психолог. Скорее всего, в зависимости от того, что хочет человек в результате этой встречи, психолог будет разбираться с темой, почему, а что стоит за этим, а что еще можно исправить. То есть это будет зависеть от того, какую задачу перед ним ставит человек, обратившийся за помощью. Например, человек пришел и говорит: я хочу развестись, все, не хочу анализировать, я не хочу понимать, в чем проблема, не хочу никаких давать шансов, я очень хочу развестись, но я боюсь. И тогда психолог работает с его страхом. Пытается То есть вы помогаете развестись? узнать. Ну, если с такой стороны посмотреть, то да. И в этом месте психолог не говорит: слушай, а нет, иди назад. Ну, то есть, Раньше же как-то жили. да, это уже не психолог. Но я вам скажу так, это чисто по опыту. 95% встреч, которые начинаются с того, что я пришел развестись, я очень боюсь, просто помогите мне это сделать, не надо разбираться, у нас есть надежда на брак или нет, заканчивается примирением. Потому что очень часто за вот этим нежеланием разобраться с тем, что я хочу развестись и почему, если грамотно отнестись к этому вопросу, человек обнаруживает какие-то более глубинные причины своего этого желания, свои какие-то процессы, в которые он попадает, и он переключается в работе на них. И вопрос о разводе, в принципе, может стать для него уже не актуальным. Ну, а если человек приходит с таким запросом, что я не хочу разбираться, вы с таким человеком работаете? Я не хочу разбираться, но я хочу развода? Ну, да, то есть Конечно, конечно. То есть это нормально, То есть, да? опять-таки, не последнее место имеет ценности психолога. Да, вот есть какие-то ценности, которые ему просто как человеку могут не подходить. В таком случае, если я психолог, и это моим ценностям никак не соответствует, я имею право сказать: я тебе в этом помочь не могу. Имею право, как психолог, защитить себя, да, свои собственные ценности. Но если это мои ценности не задевает, то я оказываю ему ту помощь, которая звучит в его запросе, с которым он обратился. То есть это же не только про развод, допустим, да, Ну, там может быть абсолютно любая тема, и психолог, он всегда защищает себя прежде всего. Он не должен работать с тем, что сердце его не принимает или у него вызывает какое-то отвращение, да. Но если это вписывается в его ценности, в его понимание мира, то он может качественно оказать помощь. И возвращаясь вот к этому вопросу, да, там я не хочу разбираться, я просто хочу развестись, психолог не имеет права в этот момент сказать: а давай мы все-таки с тобой еще будем думать, давай мы еще что-то с тобой будем предпринимать. Он работает с тем, что он изучает. Почему он хочет, почему он боится. И вот я, как и уже и говорила, именно в этом месте обнаруживается что-то, что меняет отношение к вопросу. Это такой спойлер. Ну да. Ну, вообще, странная такая штука для меня. Вот, допустим, вы стали психологом, да, и у вас нормальная семья, полноценная, у вас отец, мама, вы все друг друга любили, большая дружная семья. И тут приходит к вам человек на терапию с какой-то абсолютной дичью невозможной просто. То есть в вашем мире это невозможно. Он приходит и говорит: вот такая вот история у меня, вы мне помогите. Как вы можете на его место вообще встать? Это вообще не ваше. Да. Все не ваше. И слушайте, вот вы прям как раз говорите, да, про то, что это будет нечестная работа. Если это понять не сможете. Да, и я понять не смогу, и самое важное, я посочувствовать не смогу. Я не смогу вообще в контекст войти того, что он мне говорит. Поэтому на самом-то деле современная психология сегодня развивает направление, которое называется кросс-культурное консультирование. Кросс-культурное консультирование имеется в виду, когда тот, кто оказывает психологическую помощь, очень хорошо осведомлен контекстом, культурным кодом того человека, которому эта помощь оказывается. Не обязательно, чтобы он сам был таковым, но чтобы он понимал, как устроен внутренний мир человека. Я вам такой пример сейчас приведу. Вот у меня есть клиенты, которые живут в Азии, да, это узбечки, киргизские. У меня есть клиенты, которые живут в Европе. И вот
то, как они видят проблему, абсолютно отличается друг от друга. Ну, по понятным причинам. Да, и если, допустим, девушка из Европы на встрече говорит мне о том, слушайте, мои границы нарушаются, моя свекровь приходит ко мне домой, заходит ко мне в спальню, ковыряется в моем шкафу, она заходит даже без стука в дверь и не здоровается, точнее, не спрашивает разрешения, чтобы войти, о, ужас, катастрофа, это нарушение моих границ, что мне делать, я злюсь, ну, мне как-то неудобно обижать взрослого человека. Ту же самую историю может рассказывать девочка из Азии совершенно по-другому. Она говорит, вы представляете, я настолько ей чужая, что она, приходя ко мне домой, стучится в дверь. Это ж какое оскорбление. То есть одну и ту же ситуацию люди из разных культур могут воспринимать по-разному. Поэтому, да, кросс-культурное консультирование, я думаю, что за ним будущее, потому что оно дает чувство безопасности людям, которые обращаются за помощью, и оно дает эффект, который происходит в этом терапевтическом пространстве. Ну, я уж не хочу такие, знаете, страшные примеры приводить, но нередко бывают случаи, когда попадают люди, обращаются за помощью, они говорят, что, например, я нетрадиционной ориентации. Да, и у него не стоит задача. Такое разве есть? К сожалению, есть. И это не, понимаете, это не звучит как, слушайте, ну вот мне как надо изменить. Это что-то не то, да, а говорит, ну вот я как-то страдаю от этого, и мне хочется заявить всему миру о том, что это так, и больше этого не стыдиться. И вот это как раз то, что вы говорите. Да? И если вот здесь психолог как-то совсем не примиряется сам с этими ценностями, то ни о какой помощи не может быть и речи. Просто бытует противоположное мнение, да, такое, вы должны помогать всем. Если ты психолог, кто бы, знаете, ты как универсал. Да, ну ты как Иисус. Там, что бы ни было, как бы люди себя не вели, ты это принимаешь и не осуждаешь никогда. Такого быть не может. Это не настоящая работа. Поэтому, конечно, вот этот внутренний контекст самого специалиста, он имеет огромное значение. Ну и что вы делаете? Звоните, Эльмар, это к тебе? Нет, мы не выдаем тайн. Ну, условно говоря. Да, рекомендация. Мы говорим, что лично я не могу тебе помочь в этом вопросе. Если у нас есть кому рекомендовать, кому перенаправить, ну, такая то, практика пожалуйста. есть? Ну, рекомендация другого специалиста. Конечно. Иногда психиатра, иногда просто другого специалиста. Ну, тут психиатрия, да? Да, другого специалиста, который не будет ему так сложно с этим работать. Вот, кстати, я тоже встречался с такой штукой, что психологи, вот мне нравятся психологи-профессионалы, которые четко знают свои границы. Конечно. И они знают, что вот тут уже психиатр должен работать. То есть тут я уже не смогу. Однозначно. Вот про эту границу расскажите, какая граница, где эта граница проходит и как ее можно отличить, какие вот маркеры вот этих границ. То есть как вы понимаете, что человек не ваш клиент, хотя он, в принципе, пришел с деньгами, как бы вроде нормально все. Ну, обычно, знаете, есть какие-то телесные реакции, которые сразу себя выдают. У меня был случай, когда ко мне обратилась девушка, она там ждала сколько-то месяцев, и вот она оказалась в кабинете, и минут через 15 у меня появились подозрения о том, что это не мой клиент, но она это всячески скрывала. Я просто прямо задала вопрос, а ты принимаешь какие-то препараты? И она расплакалась, говорит, ну вот у меня была надежда, что вот не получится как-то, точнее, получится... Что это за симптомы? Что это? Вы знаете, это некоторые психологические заболевания, которые пациенты, находясь у психиатра, не хотят принимать как болезнь. Они думают, что есть какие-то еще способы, которые помогут им разрешить эту проблему. И на самом деле психолог здесь как раз-таки уместен, но он работает сначала с тем, чтобы помочь человеку это принять. То есть был у меня случай, когда пришел человек с биполярным расстройством, он прямо сказал, у меня биполярное расстройство, я сижу на медикаментах, но я абсолютно не хочу лечиться, я не верю, что мне это когда-то вообще поможет, что я вылечусь от этой болезни. И часть работы как раз она была направлена на то, чтобы примириться с тем, что да, бывают такие болезни. И в этих случаях, кстати, психолог, он работает в паре с психиатром. То есть, мне кажется, что у каждого психолога есть психиатр, с которым он на связи, он с ним консультируется, или иногда вместе они ведут одного клиента. То есть это видно по каким-то телесным движениям, это видно через ответы, которые он дает на определенные вопросы.
Там где-то это тики, где-то это взгляд, глаза человека, они очень много говорят. Да. Есть такое. А вообще вот, если взять такой буквально кусочек про это поговорим, вот методы работы психиатра и психолога. Вот я психиатров сколько видел, да, они все такие серьезные, такие все авторитетные, авторитарные. Они разговаривают очень жестко, ну так вот, то есть они сразу позицию силы, доминантную позицию. А психологи, они такие, вот зеркало, они такие, друзья, мы все нормально, там у тебя все хорошо, ты нормальный, там, ну как, я не был, ну вот Еще мне кажется... говорите, что вы не были на сеансе, что ж такое? Просто хорошо готовы. Вот. То есть вот как вот вы в паре работаете? Это как плохой и добрый полицейский? Как это работает? Вот когда вы, допустим, вдвоем работаете? Ну, в паре это не в буквальном смысле, что вот сидит клиент. Ну, не вместе, я понимаю. Да. Ну, мне кажется, что психиатр, он носит такую роль вынужденно, потому что он работает все-таки с нездоровыми людьми. К нему приходят люди с явными психическими болезнями, да? То, что на органическом уровне проявлено. Поэтому его вот эта авторитарность, его доминантность или, скажем, директивность, да, она являет как раз-таки лечебный эффект. А психотерапевт, он больше, ну вот прям, если прям очень глубоко, то это психолог, точнее, да? Психолог, который оказывает не медикаментозную, а практическую помощь. Мы его тоже иногда называем психотерапевт. У него все-таки роль стать для человека той фигурой, которой у него никогда не было. Другом? Я бы сказала, принимающим родителем на какое-то время. Он его зеркалит. Что делает родитель? Да, он вот, когда ребенок маленький, он плачет, подходит к маме, мама говорит, так тебе сейчас больно, тебе сейчас страшно, это называется вот так, это вот у тебя поэтому. Далее он это принимает, и далее он учит как-то с этим справляться. Все-таки роль психолога – это дать возможность другому человеку почувствовать опору, основу, поддержку, ту, которую мне когда-то не хватило. А потом, ну, они разлучаются, и этот процесс завершается. А работают они в паре именно в тех моментах, когда психиатр может избегать каких-то определенных форм психологической помощи этому клиенту, потому что у него есть медицинские показания, он видит его органическую структуру клиента, и он может консультировать психолога в том, чтобы вот определенные вещи в его сторону не применять, а вот это можно, вот это вот нежелательно в его случае, ввиду особенностей его болезни. Психотерапевт может прогнозировать, да, поведение, ну, как бы пациента, условно говоря? Да, то, что связано с его структурой мозга, то, что связано с ним на органическом уровне, это то, чего психолог может не знать. Ну и, естественно, в этом месте психолог оказывает тоже, наверное, такую консультативную поддержку психиатру, когда он может, изучая его семейную систему, особенности его взросления, реальность, в которой он находится, тоже давать психиатру какую-то картину мира, в которой находится этот пациент. В этом месте это такое очень качественное содружество двух специалистов. У них цель одна, но методы совершенно разные. Ну, вообще, я так понимаю, что у вас вообще у психологов сейчас, да, я не знаю, там срез основной, но есть ощущение такое, что много молодежи прибавилось, там, условно говоря, 30-40 лет. Хорошо, что вы их называете молодежью. Я потому что отчаянно держусь тоже за эту соломинку. И вообще, мне кажется, что вот такое чувство одиночества, оно очень сильно развивается сейчас и расширяется. И мне кажется, что люди просто становятся одинокими людьми, просто одинокими, да, им банально не с кем даже поговорить. Поговорить не так, что как, вот, знаете, пинг-понг, да, а так немножко глубже, немножко так вдумчиво. И вот этих вот нет настоящих эмоций, и поэтому люди вот начинают искать во все стороны, да. Вот эта вот деформация одиноких людей, она как вообще на личность работает? Вот вы прорабатываете, да, с человеком, вот как вы можете человека, допустим, вылечить от одиночества, ну, условно говоря, вылечить в кавычках, да, помочь ему? Вы же не будете там всю жизнь с ним дружить, там, как-то на телефоне быть или что? Да. Одиночество, оно редко звучит в проблеме как осознанная проблема, с которой человек пришел. Вот мало можно встретить такие истории, когда это человек закрытая пришел. информация. Да, человек может прийти,
Он будет говорить что угодно, что с ним происходит, но он не назовет это одиночеством. Потому что, как правило, одиночество это какая-то форма депрессии. То есть, когда человек потерял какие-то смыслы. Это сложности в коммуникации, может быть. То есть человек, или, например, в запросе он может говорить о том, что вот что-то как-то у всех жизнь яркая, а у меня нет. У всех вот есть друзья, а у меня друзей нет. Что-то мне как-то все неинтересно стало. Вот раньше я такая зажигалочка была, а сейчас вот все потухло у меня. Редко, практически не бывает так, что человек говорит, вот мне одиноко, и вот поэтому я пришел с этим разобраться. Скорее, знаете, как психолог приходит к выводу о том, что одиночество присутствует в его жизни. Но и у каждого одиночества есть причины. И одна из основных причин – это неумение строить доверительные и близкие отношения с окружающими. Ну да. Потому что, как правило, люди, обращающиеся за помощью, они видят проблему сначала, на начальном этапе в другом. Да? То есть вот меня не любят, меня обделяют, меня не выбирают. Это тоже может быть. Мир разный. Нас, правда, кто-то может отвергать, не выбирать, но там внутри по содержанию всегда есть некоторый опыт, в результате которого я, взрослея, понял, что с людьми небезопасно. Но этот мой дефицит, он не удовлетворился с самого того момента, когда я это понял, и до сегодняшнего момента, когда мне уже 30, 35, 40, особенно там в 30 годиков начинается очень большой кризис личностный. 30. К 30 годам это один из сложнейших кризисов, когда личность, в принципе, переоценивает то, куда он движется. Грубо говоря, да, у меня всегда есть такая метафора, что там, первый кризис взрослого человека – это когда он школу заканчивает, он выбирает, в какой же поезд сесть. Это тоже кризис, куда сесть, да, профессию выбрать. Там, обычно родители выбирают, нет? Ну, это раньше. Сейчас уже дети стали выбирать. Сейчас, да. И это прям проблема отдельная. Там к 20 годам начинается 20-25 – это обустройство семейной жизни, да, там за кого выйти замуж, на ком жениться. Потом осваивание профессии. А вот в 30, знаете, это какой-то такой момент, когда калибровка уже идет. Поезд едет, но можно пересесть. Вот. Еще назад не едет, но уже в пути. И вот у тебя вот появляется как будто бы последний шанс, так начинает это ощущаться, что может пересесть все-таки. И если у мужчин это больше к 40 годам, то у женщин это раньше начинается, к 30 годам. И вот в этом месте человек обесценивает все. И дом, и людей, и профессию, и в этом месте и переквалификация происходит. Очень часто люди профессию меняют. И вот такая вот отдельная история. И вот за этим внутренним одиночеством кроется вот эта история о том, что что-то когда-то повлияло на то, что я больше миру не доверяю. И работа психотерапевта, психолога заключается в том, чтобы отвязать эти узелочки. То есть дать возможность человеку выйти из оценивания и ощущения мира через детский опыт, взращивая внутри себя какой-то уже другой взрослый опыт. И да, конечно же, это одиночество уходит. То есть вот эту проблему, да, мы называем контрзависимостью, когда человек вроде как хочет близости, но он к ней не способен. Он мечтает о том, как это прекрасно, как, наверное, это интересно жить с людьми в дружбе, в любви, в близости, но он не знает, как это. Он избегает. А он не хочет привязываться к людям, он не может с ними по душам общаться, он не может откликаться на их просьбы, ему страшно. Там, ввиду очень многих причин. Почему? И вот когда этот материал обнаруживается, причинный, да, из-за чего с ним это произошло, очень часто в этом месте психолог использует практическую часть своих навыков. Ну, то есть это в том числе и психодрама, да, с которой вы чуть-чуть уже знакомы, я думаю, раз уж вы так много примеров приводите, значит, точно знаете. Вот. И, знаете как, мы отшелушиваем тот слой, который в его взрослой жизни создает для него сложности в коммуникации с людьми. И да, он учится. Знаете, как вот клиенты мои очень часто говорят: слушайте, ну как же странно, мне 35 лет, а я только-только учусь строить отношения с людьми. Представляете, был сад, была школа, потом сколько-то лет университета, был брак, есть. А оказывается, что такое настоящие человеческие отношения, близкий контакт. Я только учусь. И это правда, метафорически, как будто человек только вот первые шаги делает. Вот в психологии это примерно так же выглядит. Но если это можно связать со взрослением,
да? Я думаю, что такую интересную аналогию можно провести, что, ну, это же инфантильность, да, такое поведение инфантильное. В детстве почему так все просто? Потому что тебя родители куда-то привели, и ты там на месте дружишь. А ты когда вырастаешь, условно говоря, родители уходят на второй план, и ты вдруг понимаешь, что ты абсолютно беспомощна. Ты не можешь сам ни с кем поговорить, не можешь построить какие-то глубоких отношений. И вот неужели получается вот так вот повзрослеть человека? Получается. Вы в основном с женщинами работаете? Или у вас мужчины тоже У меня приходят? мужчины были и периодически появляются. Они есть и в таких масштабных проектах. Их, естественно, всегда меньше, Почему? чем Всё-таки нам женщин. нельзя, да? Да можно. Ну, это ж надо смелость иметь. Ну, мы не теряем надежды. Мы не теряем надежды. Вот. И знаете, за счет чего-то это на самом деле происходит? В жизни человека появляется психолог. И он дает ему этот опыт. Что такое близкое вообще-то отношение? Да? Что такое близость в отношениях? Вот мы с вами можем 2 часа говорить про погоду, про море, про инфляцию, про политику, но я так и не пойму, что у вас внутри. И вы никогда не узнаете, что у меня внутри. Да. А может быть, у меня внутри грусть, тоска, радость, мечты, чаяние. И вот как только я способна вам сказать, вы знаете, Зелерга, вот сегодня мне что-то как-то так плохо, Да. или наоборот, я такая радостная сегодня, да я 6 часов проговорила, у меня такой продуктивный день. Вот это начинается близость. Да, я понимаю. То есть я вас допускаю в свой мир, вы допускаете меня взаимно в ваш мир, и вот это и есть тепло и ценность человеческих отношений. Но вот представьте себе ребенка, который появляется в семейной системе, у него есть мама, папа, бабушка, дедушка, тетешки, алашки, сестра, может быть, брат. И там есть коммуникация. Это среднестатистическая, здоровая, относительно благополучная семья, где, ну, как минимум, да, никто не пьет, не бьет, все нормально. Но здесь все заняты своим делом. То есть они строят дом, они ездят на базар, что-то там делают, выручают, спасают мир. И этот ребенок, вот он, у него депрессия, у него страхи какие-то. Например, в 7 лет ребенок начинает думать о смерти. Это физиологически у него заложено. Там что-то у него произошло, здесь кто-то его обидел. И он, когда прикасается к взрослым в попытках про это поговорить, а у него есть всегда эта потребность, с рождения она в него заложена, он игнорируется. Не потому, что родители злые, нехорошие или там жестокие, просто потому, что они не про это в данный момент. Сами не знают. Они и сами не знают. С ними кто так говорил. И вот в этом месте что получается? Я 1 раз пробую, 2 раза пробую, 5 раз пробую, и каждый раз меня игнорируют. У меня появляется некоторое понимание, что это больно, когда тебя игнорируют, и это абсолютно небезопасно. Значит, мы переходим на другой модуль. И тут уже, знаете, набор. Что я выберу для себя? Я буду драться за это. Есть такие пиявки, детки, да, которые вообще не отстают и до последнего добирают эту любовь, внимание, близость. А есть те, которые ходят в свою шкарлупу и сами учатся жить вот так вот в своем собственном мире. Либо есть дети, например, которые выбирают роль шута. Да, то есть они такие всех веселят, в семье их, они стишочки рассказывают, они вырастают, и это человек-душа компании. Потом свадьбы ведут. Свадьбы ведут, но мы сейчас не в чувство. Да, мы не совпадение случайно. Да, это случайно. Но вопрос в том, просто у нас самый популярный крымский татар — это свадебный ведущий, чтоб не подумали. Вот, и в этом месте близость исчезает. То есть вот люди общаются, тусуются, гуляют, вместе проводят время, а близости нет. Это вообще удивительно. А близости нет, да. О чем можно часами говорить, я поражаюсь. Можно говорить, можно прикалываться, да, можно смеяться ночью напролёт, а близости там так и не будет. И это большой дефицит, уже в котором поколении развивающийся. И поэтому, да, таки да, детки, которых вы перечислили, там 35-40 лет, это дети 80-х. Вообще до 50 говорят, сейчас молодость. Да? Продлили. Ну, тут, по-моему, нет. Ради нас. Да. Вот. А что им делать-то? У них все, у них проявляется этот кризис. 35 лет — это что, дети 89-го года? Наверное. Ну вот. Сейчас больно стало. Ну ладно, ну вот, мы можем про это поговорить, да, если что. Да. Хорошо. Да. Вот интересный такой момент, что это, наверное, такое стало уже как клише, наверное, психологическое, что даже такой анекдот есть. Приходит человек к психологу и говорит: ладно, давайте
Маму, папу поругаем, как бы я побежал, то есть мало времени. Вот мне интересно, как так получается, что в основном все мы родом из счастливого детства? Ну, в основном. Даже там вот вспоминаешь, там какая-то дичь была, да, ну, по взрослым меркам, а ты ребенком думаешь, да, ну, это приключение. Как так получается, что вот мы из такого приключенческого, теплого, счастливого детства вырастаем вот в таких людей, которые начинают прорабатывать все вокруг вообще? И вот это вот непонимание, выбор родителей, да, почему они так поступили. То есть даже как будто, вот, знаете, реально детская позиция, что вот ну, по сути у ребенка много чего было, да, а он сейчас все прорабатывает. Вот что это такое? Вы понимаете, о чем я Да, говорю? я понимаю, про что вы говорите, и в этом месте, наверное, очень важно правильно понимать вот это вот, что такое проработать, да, потому что, к сожалению, психологическую помощь сводят к тому, что она заканчивается на том, что вот, ага, значит, вот я такой, потому что мама с папой как-то не так со мной обращались. Я на них зол, и вот я сейчас буду как-то вот эту злость к ним проявлять. Психологическая помощь, квалифицированная, профессиональная, она в этом месте только начинается. И проработать свое детство совершенно не значит обидеться на маму с папой или, более того, перевесить вину, ответственность за свои поступки на них, обвиняя их в чем-то, и на этом завершить, ну, якобы почувствовать облегчение. Оно так не работает. Дело в том, что ввиду того, что наша психика в детстве не окрепшая, она достаточно пластична, и все, что нам говорят, все, за что нас ругают, все, за что нас критикуют, оно принимается на веру 100% истиной. То есть если мне когда-то там родители сказали, что там я неуклюжая, я не могу идентифицировать это в своей голове как неправду. Я, ввиду того, что еще маленькая, лет до 12-14, всегда все, что мне говорит родитель, принимаю на веру. И это становится частью моей внутренней реальности. Я могу быть вообще не неуклюжей, но я буду верить в то, что я такая. И таких случаев миллион, там, начиная от того, что я некрасивая, я там дура, да, я глупая, я вредная. В какой-то момент мой родитель мне это сообщил. Может быть, в порыве гнева, может быть, потому что у него там свои какие-то были причины, он во мне видел свою заловку, свою кайнану, да, там еще кого-то, и, злясь на них, мне что-то наговаривал. Но я-то ребенок, психика у меня не умеет отдельно дифференцировать эту информацию. Она все защищаться же не умеет тоже. И защищаться не умеет. И это становится частью моей внутренней реальности. То есть я в каком-то месте, если мы сейчас спустимся на уровень мозга, у меня есть какое-то количество нейронных связей, которые отвечают за то, что я дура. Потому что мне так сказали. Сен анкаусен. Вот сказали, и я в это верю, и я уже взрослею, у меня сознание развивается, часть меня уже в это не верит. Я уже взрослая, получила образование, может быть, только и для этого, да, там штук 10. Чтобы доказать что-то. Да, я не дура, я вот всю жизнь на это положила, но я выхожу в этот большой мир, открываю ноутбук, хочу этому миру что-то сказать, а внутри меня вот эта дура. Я это слышу. Себе в веб-камеру видела? Увидела, и я больше никого там не вижу, никаких красных дипломов, ничего. В этот момент я иду к психологу, да, я ему говорю, слушайся, что ж такое? У меня уже столько опыта, столько всего, а я все еще вот смотрю на себя и думаю, дура. А еще больше я дур ненавижу. То есть дуры меня бесит, да, я прям злюсь. И в этом месте начинается как раз-таки работа прорабатывать кого? Кто тебя назвал этой дурой? И задача стоит не в том, чтобы обвинить и как-то вот злиться и ненавидеть в этот момент своего родителя, а в том, чтобы оказаться в контексте того, когда это происходило. И вот эту часть нейронов, да, раз уж мы говорим на уровне нейропсихологии, ее расконсервировать определенными методами, техники, упражнениями, расконсервировать, дать этому ребенку прожить этот опыт по-новому, этому взрослому, который там, в прошлом он еще ребенок, и перестать так относиться к самому себе. И отвечая на ваш вопрос, почему детство было счастливым, а потом мы вырастаем и становимся несчастным, это так, так работает закон психики. Потому что в тот момент, когда меня условно называют дурой, во-первых, я этому верю, во-вторых, моя психика начинает сами моменты какие-то размывать,
чтобы не было больно, чтобы я все время не чувствовала вот эти неприятные ощущения, психика, она делает так, чтобы я это забыл. И я могу очень много чего из своего детства забыть. Но забыть — это не значит, что его там уже нет. И если приводить пример, ну, это такой клинический немножко случай, но он распространяется как пример на все остальные аналогичные ситуации, когда, помните, ковид, тот самый период, было. И вот это была пора, когда просто повально люди шли с паническими атаками. Да. И это был просто пик, и приходилось как-то по-новому рассматривать методологию работы с паническими атаками. То есть все без работы остались, а у вас, наоборот, прибавилось, да? Вы знаете, на самом деле я никогда так не работала, как я работала в ковид. И я сейчас очень благодарна тому периоду за то, что у меня появилась возможность как-то по-другому взглянуть вообще на эту проблему с паническими атаками. В чем был вопрос? Пришла девушка, ее едва ли не принесли на носилках. Она еле дышит, она смотрит в потолок, она ни с кем не разговаривает. У нее настолько участились приступы панических атак, что это дало сбой ее организму. Она, естественно, у терапевта, у кардиолога везде наблюдается, но вот она оказалась в кабинете. И последней каплей того, что сподвигло ее на такие кризисы, это было Дженазе, на котором она присутствовала. Вот казалось бы, мы в детстве все, особенно кто в селе жил, особенно в 90-е у нас были дженазелер и казахский дженазелер, да, когда едет машина, и там человек лежит, и все село за ним идет, и труба, и все, и это даже как-то было даже весело, честно сказать, да, в детстве. Кто-то умер, ух ты, можно посмотреть. Вот несмотря на то, что мы с детства знакомы с темой смерти, появляется человек, который говорит, вот случилось дженазе, я видела, как привезли человека хоронить в пакете, и вот с этого момента началось. Да, это стрёмно. Но когда, что здесь важно, это не причина, то есть это уже последняя капля. Из-за этого паническая атака не случается. Скорее всего, до этого был какой-то случай, скорее накопительный, где человек просто встречался со страхом смерти. Вот и все. Но и это случается у него в том далеком детстве, которое он давно забыл. И когда мы с ним просто разговариваем на начальном этапе, он говорит, да ничего не было. Никогда ничего не было, у меня так родители опекали, оберегали, у меня было счастливое детство, мне все покупали. Не вспомню я такого случая, чтобы вообще я когда-то боялась за собственную жизнь. Естественно, применяя определенные техники, оказалось, что, оказывается, была смерть одноклассника, его сбила машина, и они ходили на похороны, и там было очень страшно, ребенок не выплакался. А потом, оказывается, есть еще случай, когда бабушка умерла, и она видела этот момент, когда бабушка умирала. И когда мы разворачиваем эту историю, как встреча со смертью происходила в его жизни, мы приходим до самого раннего опыта, когда этому моему клиенту было 2 года. Он это практически не должен помнить, но в определенной технологии он может это вспомнить. И когда мы с ним оказываемся в том месте, где он впервые почувствовал смерть, он говорит, так я маленькая, я вишу в колодце, держусь руками, чтобы не упасть. И я сколько там висела? 2 часа, говорит, я там висела, по ощущениям. Может быть, это было 20 минут. Но для нее, по ощущениям, она говорит, я 2 часа там висела, у меня... И вот когда она рассказывает, у нее руки болят, она начинает плакать. Она это забыла. Но та часть мозга, которая отвечает за этот опыт, она это сохранила. Это, опять-таки, к вопросу, да, что было счастливое детство, а по итогу мы вырастаем, становимся, вспоминаем, какими мы несчастными были когда-то. Потому что у кого-то я висел в колодце, у кого-то папа пьяный пришел, меня отлупил, у кого-то я пришел, значит, с призами, с олимпиады, а мне говорят, мы все помидоры подвязываем, бездельничаешь, да. И десятки таких историй, которые психика вытесняет, но они внутри нас живут на уровне эмоциональных ощущений и памяти. Поэтому проработка — это разбираться с этим, где-то доплакать, где-то догрустить и отпустить. И вот это возвращает человека как раз-таки в взрослую позицию, да? Не ту, когда он всю жизнь отдает дань этому опыту. То есть он всю жизнь... Вот есть люди, например, да, они
их заметно. Вот когда вы приходите в какое-то место, вы чувствуете, они нападают. То есть они не говорят там, дай мне стакан. Они говорят, что, стакан не подадут, что ли? Сразу чувствуете, да, такая вот агрессия. Или там я часто на родительских собраниях вижу такие картины, да, когда вот просто... Вы ходите, да? Очень редко, но бывает, да. Уже давно не было, но бывает. И когда там, а вы нам это хотя бы дадите, один из родителей обязательно с таким наездом обращается, да. Вот это дань. Дань чему? Вот тому. То есть что-то было. Какая-то была психическая реальность у этого человека в детстве, где он научился защищаться. Ну, постоянно выживал просто. И он нападает, да. И я могу с большей вероятностью сказать, у него был буллинг. Вот у человека, который всегда нападает, без определенных причин, он сразу идет нападать. Да? У них, кстати, даже физиология начинает меняться, и морщины появляются относительно вот этой вот агрессивной настроенности против других. Большая вероятность того, что там просто был буллинг. Буллинг или в школе, или в детстве. И вот это дань тому, что было там. И пока человек как-то с этим своим опытом не распрощается, он эту агрессию переносит на всех. Для него все его одноклассники. А нельзя вот так вот сесть, я понимаю, там 15 лет человеку, или там 20 лет, там уже 30-35 лет. Нельзя вот так вот сесть самому и подумать насчет всего этого. Допустим, возникает запрос. Я думаю, так, у меня есть обида на маму, к примеру. А почему? И начинаешь вытаскивать, да, вот так. И когда ты ставишь себя в позицию матери, да, и понимаешь, что там, что за жизнь была, что за ситуация была, и разматываешь этот клубок, самостоятельно. Это можно так, да, вот так посидеть, там, подумать, вообще что-то. Можно. Конечно. Это же в любом случае это же диалог с самим собой. Да, с самим собой, но здесь нужны определенные компетенции этого человека. Я понимаю. Во-первых, он должен быть интеллектуальным. Это нужно, да? Это без этого важно. Не получается? Нет, без этого, к сожалению, никак. Психологу тоже желательно, согласитесь? У психолога тем более. И помимо того, знаете, у него должно быть такое количество боли, чтобы оно его не накрыло. Знаете как, если его мало, он, скорее всего, внимания даже не обратит, что у него есть какая-то проблема. Если ее слишком много, он будет говорить, избегать. Я не буду про это говорить. Да. Вообще, не надо. И тогда от того, что он избегает, проблема его не решается. А вот люди, которые способны сказать, так, вот что-то я открываю компьютер, и начинается этот голос, дура, да? Так, что за история? Это мама кричит за стенкой. Это мама кричит, или там у меня бабушка, она не дура кричала, она очень не любила, когда я не работаю, да, потому что я очень сильный трудоголик. И, значит, тембель. Это классика. Да, но это мне помогло, кстати, да, потом я лишнее отрезала. Можно открыть компьютер и начать как-то строить диалог, что что-то мама меня так назвала, попробовать ее понять. А если этого было так много всего, что причиняло мне боль, я, скорее всего, с этим разбираться не буду. Я лучше пойду и буду это на людях отыгрывать. Так комфортней. Возмещать там, да? Есть такой вопрос касаемо, какой самый распространенный сейчас запрос? Чем, условно говоря, если можно в кавычках сказать, чем больно общество сейчас? Потому что вы же какую-то картину мира можете, да? Условно говоря, там 20 лет назад людей беспокоила одна история, сейчас другая история. Какой самый распространенный маркер, какой самый популярный запрос? Могу дать спойлер сначала. Мы живем в век нарциссизма. Менің битамын бір лафы бар еді. Эркес бреу. Бреу. Понимаете, да? И вот так. Бреу. То есть кто-то. У меня есть хороший мой знакомый, он говорит, что сен мырза, мен мырза, эшекне барима адам yok. Она. Представляете, это там было еще запросом. Потом мы прожили разные периоды: война, выживание, возвращение, трудоголизм. Еще больше потребность восстановить всю эту несправедливость. Однозначно. Но сегодня, буквально последние 2 года, я бы сказала, что все рекорды бьет запрос: я хочу кем-то быть. И чтобы не как у всех. Чтобы не как у всех, чтобы много денег. Легко. Конечно. И чтобы прям
не бояться этого всего, чтобы захватить весь мир, не переживать, что у тебя это отберут. Вот это... Вы финансовый, да, совет тоже даете? Если бы давала, наверное, я бы тут с вами не разговаривала. Хорошо, окей. Шучу. То есть вот личность, да? То есть Да, пик то есть личности. это уже, ну, я думаю, что это, в принципе, объяснимо, логично. То есть, окей, все, выжили, да, духовно, творчески проявились, а теперь хочется как-то вот масштабности, хочется заявить о себе, хочется, чтобы меня видели, знали. И я скажу, что, конечно, этот запрос все еще гораздо реже звучит в наших соотечественниках. Они последние приходят с таким запросом. Но если мы посмотрим на общую такую СНГшную тенденцию, да, то есть это в основном я работаю с людьми из бывшего СНГ, русскоязычное население, которое в разных точках мира сейчас живет, но тенденция одна. И это боль. Эта боль приводит людей к тому, что я ж никем не стала. И их тоже можно понять, потому что мы сейчас в таком обществе оказались, что все мурзалар. Только слово «мурза» имеет уже другое содержание сегодня, да, там у кого-то больше подписчиков в соцсетях, кто-то... влияние, это доминантность. Это влияние, это популярность, это да. деньги. Да, Все-таки это деньги. Ну, в итоге, да. В итоге. И очень больно, что кто-то очень легко их добывает, а кто-то мучается, кому-то достается все, кому-то совсем ничего, кого-то любят и признают, а кого-то вообще не замечают. Ну, как правило, в результате оказывается, что это человеку и не нужно. Когда он встретится с собой, со своей внутренней реальностью, он расчищает то, что его и что не его, и чаще обнаружит, что ему это не нужно. Но и бывает так, что просто уменьшается вот эта вот большая нарциссическая потребность. И человек очищает свою жизнь из огромного количества ненужных дел, которые он думал, что они ему что-то там несут, но он нуждался совершенно в другом. Ну, это люди в основном снизу же, да, идут, запрос же снизу идет, или это и состоятельные люди тоже такой проблемой приходят? Состоятельные люди приходят с похожей проблемой только наизнанку. Не знают, как помочь, но чтобы это не публично было, да? Знаете как? Вот у меня уже есть все. Что делать дальше? Ну, это большая проблема. Я всю жизнь... У меня был случай, когда обращался мужчина, который... Ну, все, ему 48 лет, он уже всего добился, чего было можно. Он всю жизнь жил как трудоголик страшный, он в отпуске в телефоне, семья его не видит. И вот он уже заработал на 7 поколений вперед все, что у него есть. И он попадает в глубочайшую депрессию, потому что все его мечты сбылись. И он, оказывается, никогда в жизни не делал то, что он хочет делать. Он всегда в жизни делал то, что надо, где эффективнее, где больше принесет денег, ночь, день. И он не приходит просто так, это тоже очень важно. Обычно в жизни такого человека случается кризис. Либо жена от него уходит, либо он болеть начинает чем-то, либо он это теряет, что-то, что у него было. Либо вот последние 2 года, да, ситуация, приходится уезжать из места, в котором я привык жить. И в этом месте, встречаясь с этим кризисом, человек практически провалится в депрессию. Есть случаи, когда люди настолько привыкли трудоголически жить, а у них отобрали работу. И у них и деньги есть, и признание в прошлом есть. Да. А как жить-то? Вот как просто сидеть, уже быть битай, харбабай? Я не знаю. У меня была женщина, это была самая взрослая моя клиентка, 73 года. Она не из Крыма, но это очень известный человек, бизнесмен, женщина, которая подняла там практически свою республику когда-то. И вот она сидит в замке. У нее одного сына посадили, другого, и ей плохо. Она не может понять, чему она посвятила свою жизнь. То есть она оказалась в каком-то очень сильном разочаровании того, как она жила, как она выбрала эту жизнь. И мне было очень трогательно, как при нашей встрече, вот вроде бы как человек ко мне обратился за психологической помощью, но с чего он начинает нашу встречу? И я спрашиваю, почему вы меня выбрали? Это такой классический вопрос, который психолог должен задать. А как вы тут оказались, и почему я ваш терапевт?
Обычно в этом месте у нее есть какие-то ожидания. Мгм. И она говорит, я выбрала, потому что я вижу, ты такой же сумасшедший трудоголик, как я. И она мне говорит, не работай так много, не делай так много, ты очень сильно в этом разочаруешься. Понятно, что человек проецирует на меня себя молодую, и я ей тогда, так знаете, стульчик подвигаю, говорю, ну, представьте, что сидите здесь вы, вам здесь 35 лет. Что вы хотите ей сказать? И вот все, что она, все, в чем она разочарована, в своих выборах, в своей молодости, свои претензии к самой себе, она выговаривала на этот стул, где якобы сидит она молодая. А потом я ей предложила побыть опять молодой, почувствовать. Представьте, что вам сейчас 35 лет. И вот смотрите, вот эта вот бабушка 73-летняя, она вам сейчас говорит, ты сделала неправильно. То есть ты вот так выбрала там в 35, что вот я сейчас здесь сижу. Она совершенно другие вещи ей, когда человек пересаживается в другую шкуру, входит, она ей говорит, слушай, ну я вот тут в свои эти годы по-другому выбрать не По-другому могла. не могла, ну да. Все, проходит примирение. И кто-то может это просто в голове проанализировать, а кому-то нужно это рассказать, с кем-то про это прожить, где-то поплакать, наверное, где-то там кого-то поубивать в виртуальном пространстве. Комаров, да, человекоподобных в том числе. И вот через это приходить к какому-то ментальному здоровью. А вообще можно так прожить, чтобы вообще без проблем было? Вот как в фильмах показывают, там 90 лет дедушка лежит и говорит, я вообще с кайфом, все нормально, я все там пока, короче. То есть, ну, нету ни сожаления, ничего. Это что? Это какой-то навык? Да, это так может быть, но это не значит, что не было то, о чем можно сожалеть. То есть это же про отношения. Да, там человек может вообще какой-то трэш быть в жизни, но он может лежать в 95 лет в предсмертном одре и говорить, что ну, все, я доволен своей жизнью. В этом, в принципе, цель ментального здоровья, да, чтобы примириться с тем, что было когда-то. Да. Но чтобы это примирение произошло, не обязательно, чтобы было все идеально. Там всякое может быть, это про отношения. Но обычно, если там что-то не завершили, то оно не примиряется. А как же тогда быть с тревожностью в таком случае? Что если, допустим, мы можем проработать то, что было, вот, допустим, мне 35 лет, и я понимаю, что, ну, вот, скажем так, ситуация такая, да, вот я лежу, там, 2 часа ночи, все спят уже, мне 35 лет, и я думаю, ну, хорошо, вот то, что мне было 5 лет, 7 лет, 9 лет, все понятно. А вот мне сейчас 35, а что будет через 5 лет, через 10 лет? То есть я пытаюсь что-то спрогнозировать, у меня не получается, потому что много производных, много переменных, и начинается чувство тревоги. И вот такое чувство, знаете, такое жидкий такой липкий страх, который ночью он прям чувствуется. Вот что делать в таких случаях? Я сейчас не на терапию захожу. Ну, почти, вы уже рискуете. Вы посмотрели пробные. Вы уже рискуете, да. У меня есть какая-то профессиональная побочка, я когда какую-то историю слышу, так, у меня уже, ну, я начинаю к ней относиться не как гипотетически, а как, да, а кто, а что? Что-то было, а что было до? В общем-то, эта ситуация вполне разрешима, потому что мы проецируем свое будущее, да, через воображение. Пытаемся. Да. Но, а что способствует этому? То есть, если я там в будущем вижу какие-то болезненные моменты для себя, я за что-то переживаю, значит, там что-то такое происходит. И в этом месте всегда будет вопрос к тому, что было до с тобой, или с твоими родителями, или с твоими бабушками, дедушками, с кем-то, что ты так прогнозируешь себе это будущее. И если мы идем назад, и мы раскапываем тот момент, где эта тревожность возникла, то здесь снимается симптом. И это всегда так работает. Это всегда так работает. И я бы вам даже сказала, что, по сути, вот такой запрос, он один из самых легко разрешаемых запросов в терапии. Сложнее, когда в жизни человека, ну, там, ребенок алкоголиков. Да, и у него всегда и каждый день был какой-то небезопасный мир, в котором он жил. Он практически... ребенок у родителей алкоголик. Да, то есть он сформировался уже телесно, ментально, когнитивно, эмоционально, как ребенок, выживающий в этой небезопасной среде. Вот с такими случаями работать гораздо сложнее. А если у меня есть тревожные мысли, которые меня посещают, там достаточно, знаете, вот как киллеру, правильно поставить цель. Иногда достаточно одного сеанса.
одного сеанса, чтобы человек перестал проецировать негативное будущее в своей жизни. И это фобические, это тревожные мысли, которые, ну вот особенно в момент ковида, ну, мне там целая папочка сложилась, какими только они могут быть. Мгм. Ну, это же из разряда того, что мы боимся неизвестного, и мы предыдущий опыт, да, как-то его перекладываем на будущее, да, и подмешиваем все это дело. Ну, сейчас немножко мы с вами как-то сейчас окажемся, может быть, в другой теме. Ну, вот если приводить примеры, да, страх пожара, например. У человека есть страх пожара, он, ну вот оцените, насколько это нормальное поведение, когда он на море, в Евпатории там лежит, значит, дельфинчики, а он вспоминает, что у него мог загореться дом. И он звонит соседям, говорит, мне там ничего не горит. И соседи уже с юмором относятся, потому что это происходит периодически. И, естественно, когда этот человек уезжает из дома, он проверяет все миллион раз, но тем не менее он не удостоверивается в этом. И ему нужно услышать, что у него там ничего не горит. И вот человек мне рассказывает, что когда, говорит, я подъезжаю домой, я даже запах дыма чувствую. То есть я когда на свою улицу заезжаю, я уже чувствую, ну все, горим. Сосед жгет опять Да. мусор. А этого дыма нет. Да. Он приезжает, говорит, фу, ну в этот раз хотя бы мой дом не сгорел. Что это? Вот это те Травма самые детства. тревожные мысли. И, как правило, когда мы работаем с такой историей, была история. Была история, когда горел дом. И были случаи, когда в жизни реального человека не было, но в жизни бабушки было, бабушки, дедушки было, и дома так относились к истории пожара, Да. что Ну, и вот рассказывали про него. рассказывали миллион раз, что вот ребеночек рос, и вот, пожалуйста, вырос вот с такой тревожностью. Мгм. Ну, вы как-то рассказывали, потому что мы что-то подожгли. Я видел. Да. Я же тоже поджигал, поэтому я тоже так периодически поглядываю на дом, Да. когда подъезжаю. Ну, соседям не звоните, надеюсь? Нет, некому. Ну, позвонить. значит, еще нормально. Да. Вот насчет длительности терапии. Вот я встречаю такую штуку, что человек мне говорит, ой, ты знаешь, тебе тоже надо к психологу. Вот я уже 5 лет хожу, 2 раза в неделю. Вот, слушай, ну... У вас есть такие знакомые? Есть. Я очень рада. Есть, да, красавчики. Я такой думаю, подожди. Ну, во-первых, я умею считать. Да? То есть я там считаю. Сколько домов можно построить? Терапия — это не дешевое дело, как мы в начале подкаста сказали. Я думаю, ну, а вот психолог в этой роли, он вообще что это такое? Это, получается, какая-то абонентская история? Вот вы знаете, я как-то Мильё смотрел, Милья говорит, я говорит, не лечу годами, я говорит, за 1-2 раза, и все, и свободен. И мне нравится этот подход. Слушайте, ну, измените траекторию человека, дальше, пускай сам шурует. Что это за подписка 5-летняя? Такое есть в вашей практике? Я не знаю. Есть разные жанры психологической помощи. Причем один и тот же специалист может и этот жанр практиковать. Что это значит? Вот возьмем историю, когда ребенок вырос в семье алкоголиков. У него все мировоззрение, все его поведение, все его мышление, вся его эмоциональная сфера сформирована, ну, как минимум лет 15 в семье алкоголиков. Заменим алкоголиков самыми разными другими историями. Ну, и поверьте, очень часто, история, очень часто, вполне даже снаружи с виду благополучная Да. семья может быть очень внутри нездоровой. Да. И у этого человека сформировалось 1500 миллион сложностей, с которыми он живет. Или есть человек относительно более здоровая психика у него. А может быть, он и не собирается менять. Он может ходить, портить жизнь людям и не подозревать, что... Ну и сам тоже да, с пожалуйста. кайфом это делает. И это вообще ему хорошо от удовольствие, этого. да. Но вдруг он начинает понимать, ну, вот такую вот историю, что у него есть какой-то трэш с пожаром. Да, вдруг. Вдруг он понимает, что что-то вот мне... Или кошмары ему снятся, например. Или был мужчина, который говорит, я не сдерживаюсь, я бью своих детей. Причем он религиозный, соблюдающий, все, но ничего не работает. Вот когда ребенок приходит с соплями, слезами, я просто избиваю его, сколько могу. Вот такая история, единичная история, единичный запрос, конкретная ситуация, ее правда можно решить за одну встречу, за 2 встречи. Ну, мужчину, который бьет своих детей, вряд ли, скорее его били. И там нужно приложиться немножко. Разве не помочь. работает в обратную сторону? Нет, наоборот. Насильник – это всегда тот, кто испытал насилие сам.
Вот. Или, например, болезни какие-то, да, там у человека какое-то соматическое проявление, и ему, правда, 1-2 сеансов вот таких достаточно. И есть специалисты, которые не любят заморачиваться и выносить в своей жизни присутствие других людей в долгосрочном процессе. Они делают работу такого жанра, и она эффективна, она помогает, они завершают работу. Но бывают случаи, когда личность очень травмирована. И ей для того, чтобы... Какая задача у этой личности стоит? Она хочет полностью измениться. Она говорит, вот это вот моя точка а вот это вот моя точка Б. И я хочу сюда прийти. И для этого ему нужен долгосрочный путь. Я, конечно, не сторонник 5 лет. Да, для меня это, конечно, правда, уже как-то странно. Я думаю, что, в принципе, профессиональная такая помощь психологическая, она за 2 года невротичного клиента может привести в здоровье. Но, как правило, обращаются разные люди. И может занять и 3 года, и 4 года. Но это взаимодействие меняется. То есть, по моему опыту, человек 2 года посещает психотерапию каждые 2 недели 1 раз. Через 1,5 года, через 2 года он ее сокращает на раз в месяц, где-то на полгода. Позже он просто закрепляет психолога, у него есть свой психолог, но он к нему не ходит по расписанию. У него просто есть психолог, он знает, что он может к нему обратиться. И вот какая-то ситуация, он записывается и попадает к нему на прием. Это примерно так работает. А так, и еще очень много зависит от метода. Есть, например, психоанализ, он вообще преследует идею о том, что это всю жизнь длится. Вот, всю жизнь. Удобно. Это как раз психотерапия, которая в фильмах показывает, знаете, человек лежит на кушетке, что-то пришел поспать. Размышляет. Да, я ни в коем случае не обесцениваю это направление, оно рабочее, люди его практикуют. Но психодрама, в которой я работаю, она не преследует идеи всю жизнь. Я вам более того скажу, на самом деле психологу не так и просто выдержать отношения, в которых к нему человек будет ходить 5 лет, 6 лет. Он тоже может от этого устать. Не знаю. Он с этим работает. Все мы ходим на нелюбимую работу, что теперь сделаешь? Да нет, вы знаете, если он идет в своем профессиональном развитии, у него очередь людей, которые хотят попасть к нему на прием. Я думаю, что идеи о том, что тебе там еще надо ходить и ходить, это точно недобросовестно. Я еще плитку не положил. Да. Так, у нас там еще есть немножко времени. Я бы хотел поговорить про Тамырлар, про корни, чуть-чуть, про семейные традиции и про ваше мероприятие, которое было, на котором я тоже присутствовал. Вы нас приглашали, Саланс. Поэтому я сейчас буду варить кофе. Я уже слышал, что вы не пьете кофе. Вот давайте про рвотный рефлекс поподробнее здесь. Слушайте, наверное, это будет смешно, да. Есть что-то, что на телесном уровне вообще не принимает кофе. Это правда. Я такой первый раз слышу. Да не может быть. Я тот день серьезно смотрела, кто-то вот в вашем мире соцсетей, популярный человек один делился тем, что он тоже не пьет кофе. Я прямо аж порадовалась, родственника нашла. Это Иса говорил, что он не пьет кофе, но можно не пить кофе. А рвотный рефлекс — это немножко другое. Ну вот, да. На секундочку. Да. Так, кофе вы не пьете. Я не пью кофе. Так, а дома Но у я вас нормально пили кофе? отношусь к тому, что люди пьют. Толерантно И у меня вообще, дома да? даже есть джузве. Но мои гости сами варят себе кофе. Это удобно, кстати. Вторичные Не выгоды. любить кофе, когда к вам приходят гости. Да. Так, расскажите про... про семью это большой разговор вообще, про семью. Но вот в 2 словах. Что у вас за семья была, ваша семья? И какая была самая ваша любимая традиция семейная? Ой, слушайте, мы прям зашли же через кофе. Я сейчас прям скажу про любимую традицию. Так. Родители. Папа у меня инженер-строитель. За свою жизнь строил очень большие серьезные объекты по Советскому Союзу. Построил виноконьячный завод когда-то в Крыму. Так. Да, вот я специально про это говорю, потому что после
он построил Азовское женское медресе, которое находится в Калае. Где находится? В Азовском. Ну я там Азовское был. медресе, Я там был. да, в Калае. И, собственно, вот этот период, когда это был 98-2000 год, когда моя семья, из достаточно такой светской, но традиционной крымско-татарской семьи, знакомится с религией, с предписаниями ислама, и родители у меня начинают соблюдать ислам. И параллельно я поступаю в Азовскую духовную гимназию, которую построил папа. Вот, а мама у меня мастер спорта, да, она акробатка. Сейчас неожиданно было. Да, это такой интересный факт. Она занималась спортом все свое детство, всю свою молодость, до самого момента переезда в Крым. И будучи такой, она тренировала олимпийских чемпионов, была тренером младшей группы, и оказался приезд в Крым. 89 год, на этом ее спортивная карьера завершился. Извиняюсь, а вы на шпагат не садитесь? К сожалению, ни один ребенок, нас 4 в семье, не обладает абсолютно никакими спортивными навыками, которые были. Может, вы просто еще их не раскрыли? Может быть, это что-то, что примерно может случиться с кофе, может, когда-то, хотя я мало верю. Тут вот. Пробовать надо, тут так были попытки, вы знаете, многократно. Как только меня не совращали выпить кофе, ну вот не идет. А семейная традиция у нас была чаепитие. И я когда рассказываю о ней, мне говорят, да у вас какая-то садистская была традиция чаепития, потому что каждый вечер в нашей семье, у нас 4 детей, мама, папа, бабушка, битам, мы собирались все в одной комнате большого дома, только там было тепло, и только там горела печка. Конечно, классика. Да, все как положено. И вот в этой комнате мама заваривала большой чайник, просто огромный. Да. Таких уже не продают, только на барахолке. Я представляю. Вы там 2 кольца вытаскивали и ставили чай? Да. Угу. И вот этот чай мама заваривала, черный крепкий чай. И мы все, сидя за столом, пили его, пока уже... Пока свет не дадут. Пока свет не дадут, а его не давали, поэтому мы удалялись сразу спать. И вот за вот этими семейными разговорами с чаем происходило очень много историй. Это бабушка моя, она была, знаете, как радиоприемник. Она бесконечно рассказывала. Она Буйконлар. Она всегда рассказывала о том, что было, когда было. Мы выросли и, наверное, напитаны полностью ее рассказами. Где-то там папе удавалось рассказать свои армейские истории. Вставить, да? Да, мама свои чемпионские соревнования. И вот эта вот чайная традиция, это было такое сближение семьи. Да, я думаю, что это был, знаете, такой первый опыт групповой психотерапии. Все-таки. Только вам там слова не давали, а здесь... Да, я там была участником, ведущим были другие взрослые, но вот там можно было поговорить о том, кто тебя обидел, кто тебе не нравится, перемыть косточки всем, кто не входит в принципе, твоего отношения к жизни. Там было безопасно про это говорить, можно было по-всякому себя вести. И да, сегодня вот чай – это мой любимый напиток. А родители вас вот не поправляли, когда вы себя безопасно, свободно вели? Не было такого, что Зенеп, как ты угли кидаешь? Поправляли. У меня папа, это очень авторитетный. Он же строитель. Он, во-первых, был всю жизнь начальником, и он не вышел из этой роли, и поэтому у нас немножко есть армейское воспитание. То есть у нас такая интересная штука есть, отличительная. Папа говорил всегда, я никогда не должен вас ждать. Если мы куда-то едем, я сижу в машине и сразу уезжаю. И мы ни разу не одевали носки в комнате, мы никогда не привязывали платки перед зеркалом, это все делалось в машине. Мы достаточно дрессированы в этом плане. 3 дочки, 1 сын, поэтому папа нас очень строго воспитывал. Я никогда не носила штаны, мне никогда нельзя было распускать волосы. Это при том, что тогда, когда еще не было какого-то вообще связанного это с религией. Это чисто татарское мужское воспитание. Не женское, мужское, когда вот есть такие принципы. Нельзя играть с мальчиками, нельзя кататься на велосипеде, что там еще, жевать жвачку.
Я до сих пор никогда не жую жвачки. Вообще нет. Вообще. И более того, если кто-то передо мной жует жвачку, он меня жутко раздражает. Я вовремя выплюнул. Ну вы Подождите, пьете кофе. А как же фильмы вот эти вот, когда в 89-х, 90-х пошли эти американские фильмы, где... А мы их не смотрели. Я Серьезно? очень часто чувствовала себя каким-то странным ребенком, который не знает этих фильмов вообще. Единственный фильм, который мы смотрели, это был Джеки Чан, ввиду того, что он был безобидным. Ну, А как все безобидно? остальные фильмы, ну да, там было насилие, но это не так страшно. Не, ну насилие это сложно назвать, это была комедия полностью, то есть это действительно безобидный Ну, фильм. во-первых, обзан туганнымыз. Так что это... Вот. Я Так не вот, смотрела корням, эти да? фильмы. Так Да. вот к корням. Вот. Ну да, это целый культурный пласт. На самом деле, возможно, даже без него проще потом, потому что это же все на нас влияет. Да, отец очень боялся этого. Что и даже когда появлялся запрет на жвачки, ну, казалось бы, да, если наши там тети приезжали, дарили нам жвачки, вам так сразу руку, ему так выплевывали, он говорит, общежитие Кызлардайн. То есть вот под этим словом общежитие Кызлары подразумевалось что-то очень страшное. То есть какой-то женщина легкого поведения, наверное, Ну, в его он, представлении. наверное, и общежитие строил просто. Насмотрелся. Может быть, но у меня очень много благодарности к этому, потому что Да, обязательно. потом уже, когда мы начали с исламом знакомиться, я начала узнавать, что, слушайте, ну это, оказывается, так и в религии прописано. Мне не было это сложно. То есть у меня религиозное воспитание, оно просто было в семье, как обычное татарское воспитание. Нового ничего не услышал. Нет. Ну, давайте вот про этот проект «Корни» немножко поговорим. Я сразу начну с возражений, которые у меня Давайте, возникли. я готовая пришла. Да, вообще для меня вообще это была загадка, да, такая психодрама. Я специально ничего не гуглил, пытался там интуитивно понять, что такое, но понимал, что драма это, наверное, какая-то коллективная история. Вот. И для меня было странно видеть то, что происходило на сцене. Первое, что я Я бы подумал, что это... удивилась, если бы вам не было странно. Ну, во-первых, там было немного мужчин, скажем так, да, то есть это тоже, скажем так, да, в копилку нашу смелости. Но смотрите, мне показалось, что были люди какие-то вот подставные, что ли. И вы туда же. Ну, как давайте, же? я опираюсь только на свои Да, ощущения. да, То есть да, я да. никого не слушаю, ни с кем не общаюсь, ничего. Я смотрю и то, что вижу, анализирую. И вот мне кажется, да, там был такой эпизод небольшой, я даже имя знаю этого человека, но не буду говорить. Там прорабатывалась история, что да, вот она должна была как бы переселиться в тело своего дедушки. Там. Ой, вы так говорите, переселиться. Ну, давайте так. Звучит как эзотерика, да? Ну, я так скажу, что А вы это... что, не верите в эзотерику? Нет, конечно. Ладно, это другой Хорошо, подкаст. терминология простительна. Хорошо, Да, переселился ну я же в не тело... могу прям близко Да. сейчас говорить, да? И, то есть, меня удивило то, с какой скоростью человек переключался на эмоции. То есть, вот она спокойно говорит, потом она плачет на взрыв, потом она спокойно говорит, потом плачет на взрыв, а потом, когда у нее убирают микрофон, она начинает смеяться там со своими подружками рядом сидя. То есть, мне показалось, очень пластично это все было. И вызвать человека на эмоции на большой территории, на большой, ну, то есть, много народу, елки-палки. То есть, на тебя люди смотрят. Соберись уже, в конце концов. Это чей голос это был у вас сейчас? Соберись, люди смотрят. Да, ну, конечно. Ну да. Не, ну вот Да, интуитивно, да. интуитивно. Там было много моментов, на самом деле. Я сейчас говорю какой-то маленький эпизод, вы мне просто со своей части скажите, да, вообще, что это, и реально ли это работает, вот что самое интересное. Вот, Но однозначно это не было. сейчас, секунду, я хочу сказать, что мы говорим про мероприятие, которое было 10 мая, я просто недавно афишу увидел, опять вспомнил. Это было большое мероприятие, довольно-таки большое, это было оффлайн мероприятие, все собрались в актовом зале, и мы наблюдали некую психодраму. То есть мы проживали события, проживали какие-то моменты, и часть вот этих вот событий и моментов у меня вызвали какое-то сопротивление, там, какое-то подозрение. Да. Что... Но я, в принципе, такой подозрительный человек, то есть я сразу не верю. То есть, Ну, это классно. Значит, Вот. вы думаете. пытаюсь, старышамс. Вот, и вот что вот вы, как вы... Ну, Работает психодрама? я хочу сказать, что вообще-то это была не вся психодрама. Это было, знаете, вот разбавляют же уксус, сколько-то там процентов. на вот сам сок это капаешь, вот вот это было оно. Потому что настоящая психодрама, так скажем, full драма. У нас есть короткие версии, а есть full.
она намного, ну, можно, если так сказать, трэшовее. Да, Да, конечно. вот. Она намного емкая, чем то, что было там в театре. Она длительная по времени. Мгм. Погружение нужно. И да, и там участвует не один человек, там не только дедушка там пришел, да, не только бабушка, а вот прям, может быть, я не знаю, там человек 10 и 20 тоже может быть. И это очень такая режиссерская работа, в которой происходит через инсценировку, проигрывание определенной ситуации. Все эти роли играет один человек, потому что это его внутренняя картина мира и так далее. Что касается самого метода, этому методу 100 лет. Основателем его является Якоб Леви Морено, который был рожден когда-то в Бухаресте, и в 1964 году его метод на конференции в Барселоне принимается как научный метод. И метод этот, кстати, развивался в клинических случаях, в клинических ситуациях. Да? То есть Морено, он лечил психически больных людей, и тем самым это вложило в какую-то, знаете, такую клиническую основу в этот метод. Если в двух словах, как он работает, да, это про то, что когда я всегда это сравниваю с операцией мозга, то есть ментальная операция. Да, то есть представьте, есть какая-то вот ситуация в жизни человека, произошедшая там много-много лет назад. В этом месте у него формируется, как мы уже немножко сегодня говорили, да, определенное количество нейронов. Да. Они память создают. И в этих сплетениях нейронов задерживается определенная эмоциональная энергия. То есть эмоции продолжают жить в этом месте. И для того, чтобы это убрать, нам нужно погрузить человека в эту реальность, как будто с ним это происходит здесь и сейчас. И вот в этой реальности находясь, мы имеем доступ к тем нейронам, которые отвечают за тот опыт, который успел сформироваться. Но в новой ситуации, через ощущение здесь и сейчас, мы даем новый опыт прожить это человеку. И в этом месте те нейроны и те эмоции, которые оставались в этом месте в мозге человека, они проживаются. То есть человек плачет, да, вот вы говорили, человек плакал, смеялся и так далее. И через это проживание он еще и формирует новые нейроны. То есть это как будто бы с ним было, память остается, он этого не забудет никогда, что с ним это было, но уже это не делает его реакцию болезненной, потому что там нету вот этих эмоционального содержания того, что было. Это прям так точно получается работать? Это точечно, это 100% эффективно. И это, наверное, отличает метод психодраму как один из самых эффективных методов, которым лечат и психически больных, и шизофрению в том числе. Но очень важно, в руках кого находится этот метод, потому что можно навредить. Если неправильно используется, можно сделать хуже. Если вовремя не принести кофе нашему пациенту во время работы, то может случиться хуже. И что еще важно, если вспомню, еще скажу. То есть сам метод, он прошел 100 лет апробацию, он получил научное признание, но его не везде показывают, и его не везде говорят, потому что он такой трэшовый. Да? То есть вы представьте, одно дело я вам рассказываю ситуацию, да, другое дело мне терапевт говорит, а давай вот там побудешь сейчас в этой ситуации. И человек может оказаться в любой сцене. Да? Там у нас были истории, когда в сцене насилия человек оказывается, в сцене там убийства, чего только не бывает в жизни человека. Но эффект того, что человек делает, находясь в психодраме, в разы эффективнее того, что человек просто пересказал и поплакал. Да, я понимаю. Вот. Теперь, ввиду опыта, который был у нас на Тамарлар, мы использовали элементы этого метода. То есть это был не весь метод, потому что на 500 с лишним человек сделать такую работу нельзя. То есть есть табу, где работа может длиться максимум 10 минут, если мы делаем ее на 500 человек. Если вы заметили, там у нас были короткие такие обмены ролями. Да, я все заметил, да, я смотрел. Да, вот. Делать какую-то такую обширную работу на 1,5 часа с одним человеком нельзя в таком случае, потому что нам важно защитить еще участников группы, которые сидят, и они тоже эмоционально к этому присоединяются. И когда человек например, меня зовут Зейнеп, да, а я сейчас хочу побыть дедушкой своим, который пережил депортацию, да, и со мной терапевт начинает разговаривать, как будто я дедушка, моему мозгу нету разницы, я играю или это со мной происходит на самом деле.
Да, есть очень много аппаратов, исследующих мозг. Да, я Они понимаю, о чём вы подключают человека в момент, когда он воспроизводит какую-то игру. Для мозга абсолютно нет разницы, это сейчас наяву с ним происходит или в игре. И человек действительно может, осознавая, что он сейчас в игре, в роли, да, не своей, воспроизводить те чувства, эмоции через свои проекции, через какую-то эмпатию к своему дедушке и по-настоящему чувствует то, что он чувствует. Но есть одно условие: этот человек должен иметь такую внутреннюю ролевую гибкость. То есть есть люди, которые быстро входят. Где-то артистичность? Да. А есть люди, которые замороженные, скованные, им тяжело. Их тоже мы вылечиваем. Но для этого нужно определенное время, чтобы они попали. И вы знаете, вот есть люди, которые прям как сшитый кафтан для психодрамы, а есть люди, которые тяжело. Их надо сначала долго и с трудом взращивать в них эти навыки, чтобы они могли входить из роли в роль и так далее. И естественно, это звуки. Вагон едет. Да, это, вот прям в тему, понимаете? Да. Естественно, то, что мы делали 10 мая на Тамарлар, это была импровизация. 100%. Мы ни с кем не договаривались, не было каких-то заранее подготовленных людей, которым сказать: так, ты выйдешь, вот это скажешь. Единственная была у меня просьба: у меня есть студенты, 10 человек, которые учатся у меня, и они этот метод на раз. Да. И я их попросила сесть в первом ряду, в самом первом ряду, на случай, если зал заморозится, и никто ничего не будет говорить. Вот я же про это и говорю. Вот я сейчас вам рассказываю. Я сказала, что если вдруг я подам микрофон, но никто не выйдет. Лес рук, как в школе говорили. Да, и нужно будет делать работу, но люди испугаются, будут стесняться и не будут выходить на сцену. Я делаю ставку на вас, потому что нам нужно это проработать. Но я им не говорила сценарий, я им не говорила, что будет, какое задание будет, просто они знают метод. Но к ним не пришлось прибегнуть, если вы уж к некоторым пришлось все-таки. Те, кто сидели в первом ряду, в первый раз, когда первая выдача микрофона была, самая первая, и я сказала: кто готов что-то сказать. Это был единственный раз, когда моя студентка взяла микрофон, и она с места, они на сцену не выходили, она с места рассказала свои внутренние ощущения, и это помогло залу немножко смелее быть. И в конце мне было сложно вырывать микрофон. Это уже, кстати, я заметил. Там была очередь. Что касается девушки, которая вышла на сцену и играла своего дедушку, да, она была рандомная, то есть с ней никто не договаривался. Ее никто этому не обучал. Но это девочка, которая... Я корни провожу уже 4-й раз. Да? Это были 4-е корни. Только они были у нас в маленьких группах. Там сейчас 20 человек, потом 40, потом 100. И вот у нас было 500 человек. Она приходила на предыдущие встречи. То есть вы ее знали? Я ее знаю из предыдущих встреч, конечно. То есть она приходила, она тоже вот так выходила на сцену. И когда она первый раз выходила, это была одна история, второй раз выходила, это была совершенно другая история. И здесь, в Тамарлар, это была совершенно другая история, с которой она вышла. То есть говорить о каком-то сценарии здесь и речи нет, но говорить о том, что человек знает, что это психодрама, конечно, он знает, что это психодрама. Да? То есть он не изучал этот метод, он не психолог, он даже не мой клиент, но он уже 4-й раз на корнях, и он знает, что если тебе сейчас суют микрофон и говорят: будь дедушкой, надо бы им быть. Да, то есть у меня же вопрос не к тому, что вообще все было. Когда началась вот эта история, что вы начали искать человека, кто бы, что бы вот начал первого тогда, что я подумал, кто сейчас в трезвом уме и памяти скажет: ладно, давайте я буду первым. То есть я понимаю, о чем вы говорите. И то, что люди, которые, условно говоря, могли бы поджечь, они тоже нужны, потому что людям нужен пример, да, чтобы это все дело заработало. Да. Я же не говорю о том, что все было срежиссировано. Да, то есть какая-то подстраховка должна быть. И я это понимаю как адекватный человек. Потому что зал холодный, он ничего не знает. Кто-то говорит, они в первый раз психодрама слово, второй раз, первый раз на афише. Я была готова к тому, что если что,
Да. Я сама буду. Да. Потому да, что да. так тоже делается. То есть ты говоришь, так, кто готов, Да, я понимаю. а люди говорят, нет. И у меня был ход, на самом деле, в моем как шпаргалке, да, через которую я работала. Если что, я ставлю стул Да. и сама с собой на сцене работаю. Ну, план Б, Так тоже условно бывает, говоря. да. Это, правда, был большой риск, что вообще, что будет. А я, на самом деле, очень переживала, что могут такие сложные чувства подняться, что нужно будет и скорую вызывать. Поэтому у нас все было Ну, предусмотрено. там одной, по-моему, нужно было, она что-то близка уже была. То есть, это У тяжело. нас в зале были врачи, Да. у нас в зале были психиатры, и у нас были несколько психологов, которые должны были работать, если вдруг кого-то очень сильно накроет. И вот как раз вот этот случай, когда вы говорите там подружки, это были два психолога, которые подошли к человеку, чтобы дальше как-то его поддержать. До скорой помощи не дошло, но она тоже у нас была. Дело в том, что меня вопрос корней тоже очень сильно интересует, беспокоит. Я хотел бы просто у вас узнать, вот для вас Тамырлар в смысле непосредственно ваших корней, вообще что это за история и почему людям надо или не надо это знать? Вот вообще, вот, понимаете, да, Тамырлар? Не то, что ваш проект Тамырлар, Да-да-да, это отдельная история. Вот вообще нам, вот всем, крымским татарам и другим народам. Я думаю, что Тамырлар, осведомленность, знакомство, контакт со своими корнями, во-первых, это непосредственное влияние на свое ощущение «я». То есть без роду, без имени, или я знаю, кто мой род, я знаю свое имя, я знаю, с чего я племени. Есть научные исследования, которые подтверждают тот факт, что у человека, который очень привязан к своим корням, намного меньше болезней, которыми он болеет. Он физиологически здоров. Этому есть объяснение. Конечно, конечно. Психика. И огромное количество ментальных болезней, расстройств, всяких психологических комплексов, темы самооценки и так далее, у людей, связанных со своими корнями, намного меньше. Депрессии, одна из болезней мира, да, это болезнь Европы, можем сказать, наибольшее распространение в Америке. Ну, западный мир, условно. Люди, страдающие депрессией. В их исследованиях подтверждается то, что четкое ощущение своей идентичности благоприятно влияет и на возникновение, точнее, на отсутствие депрессии и депрессивных состояний у человека. То есть, как минимум, это такая выгода, да, человека в том, чтобы он был здоровым физически, здоровым ментально. Что касается, тут еще немножко скажу, что вот эта его связь и здоровая самоидентификация напрямую влияет на его успех, на его бизнес, на его место вообще в этом мире. Он даже идет по-другому, когда он знает, чьих он будет. Неважно чьих, кстати. Важно, чтобы даже он если понимал. Ты из тех... Конечно, там есть отдельный процесс примирения со своими корнями, да, но это дает очень большую основу под ногами любой личности и, конечно, влияет на все сферы его жизни. Это не значит, конечно, что все богатые и успешные люди, они хорошо знают свои корни, но те, кто знают свои корни, они легче идут и к успеху, и к богатству, и ко всем остальным благам. Вот. А что касается этой темы, интересной для нашего народа, я считаю, что вот когда у нас болезненно стоит вопрос ассимиляции, да, когда у нас болезненно стоит вопрос вообще потери каких-то своих татарских ценностей, глобализация мировая, это единственная тема, которая способна нас вернуть туда, кем мы есть на самом деле, кем мы являемся на самом деле. И для меня тема смотреть вообще в сторону корней, это на уровне меня лично, да, это мой рост, это мое духовное, ментальное здоровье, а на уровне моего народа это, в принципе, сохранение. Только уже не только через историю, не только через литературу, а уже и через какие-то очень глубокие слои того, кто мы и какие мы внутри. У меня, знаете, такой отклик бывает, когда я там на своих страницах, буквально вчера, я писала о том, что есть пресловутая крымско-татарская фраза «мюзунг чхтыма». Да, это вот когда вот я вот сходила к вам на эфир, да, и вот я приду домой, и мне бабушка бы сказала: «Сон мюзунг чхтыма». Да, то есть,
такое своеобразное отношение к радости, да, что там она как-то была обесценена. И когда я просто спрашиваю у себя, а вы знаете, что такое мюзинг чухтым? И мне отвечают там, я не знаю, 1500 человек, которые говорят, да, я знаю, и моя бабушка так говорила, и моя так бабушка говорила. Это какая-то такая очень интересная интеграция происходит, того, как было там и кто мы есть. Это тепло, это очень греет сердце, это очень объединяет. Вот. И я могу сказать лично, вот, ссылаясь, да, на ваш вопрос, как это лично для меня с каждым разом, когда я приближаюсь все глубже и глубже к своим корням, я изучаю их не только кем они были, какой национальности, что они делали, чем они занимались, какие профессии они выбирали, что любили, на что копили, на что тратились, чего боялись. У меня возрастает невероятная сила и уверенность в себе. И даже если я там, смотря в прошлое, обнаруживаю какие-то очень болезненные фрагменты, тем не менее, это какой-то еще один пазл для того, чтобы понять, кто сейчас во мне, сколько там историй. Из этих историй состоит моя личность. И у меня прям ради этой цели есть отдельный такой личный проект в жизни, когда я езжу по тем местам, где был след моих предков. Да, это круто. Это Узбекистан был в прошлом году. Я прям пошла, знаете, сначала туда, где произошла первая встреча с Узбекистаном на вокзал. И дальше по маршруту я прям вот так ходила. Я прям смотрела, как передвигались мои бабушки, мои дедушки. Я ходила на мезарлых, я ходила в бараки, в которых они жили в Узбекистане, в их дома бабушек, дедушек. И это было бесценно. И я могу сказать, что прошло года 3, наверное, как я занимаюсь углубленно этой темой. Это совсем другая я. Это совсем другая я. Осталось сдать генетический тест. Он многое предвещает, ну, посмотрим. Кстати, насчет теста это хорошая история. Я его решила сделать в самом конце. Получив благословение мамы с папой, потому что, ну, вы сами понимаете, что идентичность — это не всегда сложенное что-то на... Ну, есть генетика, есть культура. Их надо просто соединить. Да, ну и вы знаете, что это иногда болезненно. Бывает. Да не, ну, подумаешь. Ну, Подумаешь, посмотрите, ну да, подумаешь, можно с этим жить, правда, а можно нет. Да. Саунс. Саунс. Да, мы вынуждены завершать, скажем так. Да, это надо приостановить. Да, да. Ну, хисметете, надеюсь, что мы с вами еще встретимся и пообщаемся. Хисмет болса, колай келсин ишлеріңіз, саунс. Это важно. Такой вы своеобразный рупор разных людей. И правда, на вашем канале я очень часто вижу людей, которых я бы нигде не встретила. И а так и было задумано. Давать площадку тем, кто никогда бы нигде не появился. Ну, я не про вас. Да, и в тему корней, да, я вот прям хочу для наших слушателей добавить, да, что я слышала про вас, я слышала про ваш канал, и мне девочки говорили, вот, мне, кстати, очень много вопросов, почему Мазмазахай? Я же не знала, как вас по-настоящему зовут. И когда мы первый раз встретились, я думаю, как же обратиться? Как же написать? Ну, да? не могу же я сказать, ну, Мазмазахай, ну, это как-то вот Можете. Не входит в мою культуру. И в общем, кто-то мне прислал ваш сторис, как вы не любите кофе в крымско-татарских заведениях, и вы там сказали, это что за джувундык? Ну, и вот база. это вот слово джувундык, чтобы вы понимали, оно попало прям вот туда. Там все мои оғузские, кипчакские, все корни, которые есть, они зашевелились. Почему? Потому что я очень редко слышу, что в обиходе люди используют вот такие старые, забытые татарские простые слова. Ну, у меня же задели до глубины души, вот оно и вылезло. Понимаете, оно же могло быть ювандык. Не, ну мы же все-таки база. Ювандык. Все. И вот с этого момента все-таки корни, да. Все-таки Севаш, да. Таров. Как-то там наверное, ювандык не слышали. Поговорить больше, там такие слова, и больше людей. Не, ну это абсолютно рабочее слово было у нас в семье, поэтому я его использую. Да. Все, саунс. Саунс.